Подписанием совместного заявления о принципах определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой завершились сегодня поздно ночью переговоры секретаря Совета Безопасности России Александра Лебедя и начальника Главного штаба чеченских формирований Аслана Масхадова. На основе этого документа будет строиться дальнейший переговорный процесс между сторонами. Этим заявлением, по словам Александра Лебедя, стороны констатировали прекращение войны в Чечне. Его текст был подписан в присутствии многочисленных журналистов и главы миссии ОБСЕ в Чечне Тима Гульдемана. Подписанию предшествовали многочасовые переговоры. По их окончании Аслан Масхадов заявил, цитирую: «Сегодня я могу сказать российским матерям, что на территории Чечни солдаты больше не будут погибать». Согласно подписанному заявлению, до 31 декабря 2001 года должна быть достигнуто политическое соглашение об основах взаимоотношений между Россией и Чеченской Республикой. Кроме того, не позднее 1 октября текущего года должна быть сформирована объединенная комиссия из представителей органов государственной власти России и Чеченской Республики. Задачей этой комиссии станет осуществление контроля за исполнением президентских указов и подготовка предложений по завершению вывода войск. Кроме того, этот орган займется восстановлением валютно-финансовых и бюджетных отношений между федеральным центром и Чечней. Сегодня в Москве на Пушкинской площади состоится антивоенный митинг, организованный депутатами Государственной Думы от демократических фракций и рядом правозащитных общественных организаций. В нем примут участие москвичи, выступающие за немедленное прекращение боевых действий в Чеченской Республике. В беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС один из его организаторов и один из лидеров движения «Демократический выбор России» Сергей Юшенков отметил, что митинг ни в коем случае не является поддержкой конкретно Александра Лебедя или каких-либо других политических деятелей, а лишь выражением того мнения, которое сложилось в обществе, уставшим от продолжающейся уже почти 2 года страшной и бессмысленной войны.